Граница между Ингушетией и Чеченской Республикой определена. Соглашение между Юнузбеком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, напомню, подписано 26 сентября. Более того, все подробности очертания границы глава Ингушетии накануне подробно разъяснил лично. Он развеял слухи касаемо передачи Чеченской Республики части села Датых. Подробно об этом историческом событии в нашем сюжете. 26 сентября между главами Ингушетии Юнузбеком Евкуровым и Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в присутствии полпреда президента России в СКФУ Александра Матовникова состоялось подписание соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Решение, достигнутое руководством республики в ходе переговоров, предполагает, что процесс определения границ между субъектами не затронет населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территории. Главы договорились, что между республиками не будет постов. Все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. После официальной церемонии Александр Матовников и руководители республики Юнузбек Евкуров и Рамзан Кадыров ответили на вопросы журналистов. Работа проведена огромная, работали две рабочие группы. И я уверен, что согласие достигнуто, вы сами были, это результат работы и инициативы этих двух руководителей. Мы с Рамзаном Ахматовичем установили границу по устоявшейся с тех времен, которое это было уже там, с момента уже самостоятельности Республики Ингушетия. Единственное, корректиру мы несли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр, мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу. И один клин выправить. Это уже чисто сельхозугодие Гуповский, где мы вообще людей не затрагиваем. Остальное все у нас идет, и никаких уступок нет. Поэтому, конечно, мы с людьми разъяснительную работу это провели. Когда с Рамзаном сели, начали разговаривать, и Рамзан инициатором выступил, когда мы определили, что нам не нужна третья сторона в этом споре. Во-первых. Во-вторых, чтобы было понимание, эта проблема не сегодняшняя, не вчерашняя и не моя с Рамзаном. Эта проблема, она нарисовалась с момента самостоятельности наших субъектов. И с тех пор на каком-то уровне не принималось вот таких решений. Сейчас, как Рамзан сказал, мы взяли на себя эту ответственность, и плюсы наши, и минусы наши. Чтобы не было вообще между Ингушетией и Чеченской Республикой проблем, сегодня мы взяли на себя ответственность, смелость, так скажем, да, и начали закладывать основу. И я думаю, что в ближайшем будущем комиссия, которая работала над этим, закончит все и расставит на свои места. А так мы в войнах, и мы братья, и это должно быть не на словах, а на деле. Глава Ингушетии Юнузбек Евкуров на встрече со старейшинами, религиозными и общественными организациями, депутатами дал пояснение по соглашению об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Территория. От Горогорска не было. Около войны, Риданти, Зязика, Верти, Малгобек, круги Малгобеки, да. Я не он только Хабуача. Ох, те же Хабуача, это вара, ночи ляхты, ерез. Уж Ханбер. Уж Хачи, уза, ерез ночи ляхты, да, братская, ерегерты ночи. Это вара, вы ляхты. Алер, уж отчет, ты же, я даже говорю, ашхан. И выступ, я узахлара, выступ узахлара. Около аз Рамзан Ахиша Бартяп. Около все царь 1890 гектар лят Мукьялтай, аж прям шей территории. Вай охкалхра, около зрения, чуть-чуть около зрения, ровно, около выступить, ровно 1890 гектар, метр на метр вы уступите. Я Гуповский ляхты, царь Гупки, вы Гупки. В итоге ему отвлекаешь Танисяй. Вот здесь выступил, вот здесь лесопосад, царь, вот здесь лесопосад, вот Танисяй. Танисяй, около царь пост, вот любой хамот, шей территории, шей некой. Я некой царь, был так царь территории, да, у некой выехал. Вот Танисяй, да, около. Ханет, узнал, парад побежал. Я говорю, что даже до сих пор траншеи живет мотики. До сих пор сухан эхка варил. Не сидят,
سهم دات قوسي تقوسي إغر نقطش دات غلاش دات لقي يا أرشتي شمولك سجع هين يعني في دو في حلش حدوايا يحو قوسي يحو في تريتوري تبارجوشان أشتو في تريتوري تساير. Присутствующие на встрече участники выразили мнение касаемо подписанного соглашения. Они поддержали инициативу главы региона в установлении и закреплении границ, подчеркнув, что данный вопрос давно ждал своего решения. باقنا فيش عطيها برلمان فيش عطيها هل يبوق به يكفت يرده مصر دقيقتي به باقنا كيشنا قد يقول أوروبا جورش كينا دقيقة بقولش فريديوم تيبو سمستريشن مصر ديون أمشي الأرجازات فيش عطيها ديون يبوق زيادة يرل أجتاش كوديات الأوق أشبوق بيبولاري ديك برد يرديون وانس وضع كاشاليبي عند واش دوش دوها محل يديه القمر البرد قبولش ويقام تسا قدولش وين يقديه موصل قدوسش بولش بابوخ دعاقو خل خند يالت دير يالت بويت لايخا يعني هنسو لحظة يزري هنس فد يزبه فدش برد قبوه يعني لحظة بدي البوخ مش باقي يتصل ميتي يقول هذا شي خرج ديوانه كميسير أول إجماع مرد ديوان سقط ديوانه تحمل تخوفنا عن ديوان أنا ما يشتغلش أبوشنا عن طرف ديوان قبل أن يقولش بشي حاجة يقول سقط الإمام ديوان صوت ورش تاسخن صوت ورش اسمه ديوان شناق أسيبني ديوان بقول ديوان يتدور ديوان أخوات ديوان أخوات ديوان أخوات ديوان مستقبل ديوان شو الأمر تقول شناق أسيبني وحق أسيبني يعني طبعا هذا الشيء الزواج حق ديوان واحد ده تنتظر ديوان أختيار وضغط حق كل شيء ديوان الزواج في الاختبار خوف الاختبار حواس ده تنتظر شرحية ديشر هم دات ديوان سونش كريون قادر عودر ساديون صار يلا صار على ذات هذا الشيء في ده دات ديوان في ده النتيجات اللي شغله والعيال يدري الشو ديوان قوس مدر ديوان الطبخ ديوان تيجي ديوان إيش كم شيء ده تيجي ساسس في الله مدر دولاتي دوش مدر دولاتي ما بعد حاسك بيلوت بيش حاسك بيوي ديوان ديوان إخلص ديوان بيهو تهر ديوان لا ديوان الدوش أخوات ديوان هم ديوان بودر ديوان السقف تعسي سقوط حق شاد ديوان أنا تاني سادس أنا ديوان تاني سادس ديوان في تيشتير تاني سادس ديوان وأنا تيشتير ديوان. Обсуждаемая в интернете информация о передаче Чеченской Республики части ингушского села Датых, где якобы планируется добывать нефть, не соответствует действительности. Об этом заявил Юнузбек Евкуров на встрече с депутатами и представителями общественных организаций в Магасе. Он отметил, что близ датыхского месторождения, о котором они упоминают, расположены 19 законсервированных скважин с высоким содержанием серы. Именно высокое содержание серы и в советское время, и даже сейчас не позволяет вырабатывать там нефть. По его словам, даже при наличии желания заниматься на этой территории добычей черного золота, по утверждению специалистов, невыгодно. Глава пояснил, что из 19 указанных скважин 16 находятся на территории Ингушетии и состоят на балансе ОАО «Ингнефть». Геологические условия очень сложные. Я бы сказал, что, наверное, самое сложное на всех, если посмотреть по нашим всем регионам, наверное, наиболее самые сложные условия проводки. Поэтому как-то дальнейшее развитие добычи на тех участках прекратилось. Еще есть много таких технических причин, по которым нефтяная промышленность наша не стала развивать именно добычу на тех месторождениях Бамут, Датых.
Потому что нефть на тех месторождениях содержит огромное количество, большое количество попутного газа, сероводород. Этот газ представляет собой большую опасность с точки зрения экологии, потому что он очень ядовитый. По свойствам он тяжелее воздуха, поэтому не растворяется, не улетучивается, а стелится по поверхности. Сразу после подписания соглашения для желающих высказаться по этому поводу национальное телевидение предоставило площадку. Общественные деятели, старейшины и молодежь отмечали, что определить границы необходимо было еще 26 лет назад. По их мнению, даже у двух братьев между домами есть забор. Вы знаете, проблема эта существует не с 93-го, а с 92-го года. Дело в том, что вслед за принятием закона об образовании Ингушской республики, как она тогда называлась, в составе Российской Федерации, был подписан Ельциным указ об образовании Государственной комиссии по установлению административных границ Ингушской республики. Эта комиссия была чисто на бумаге, она ни одного дня практически не работала. Были несколько потуг прежнего руководства, но которое заняло однозначную позицию. Нам границы не нужны. Вот такое заявление тогда звучало очень часто. Наши границы – это вот вся Ингушетия, вся Чечня. Это наш общий дом. На что я всегда говорил и тогдашнему руководителю, говорил о том, что да, мы братья, но каждый брат должен жить в своем доме. И между этими братьями всегда есть какая-то, не знаю, изгородь, забор какой-то, да, который отделяет одно хозяйство от другое. А вот как комментирует соглашение по определению границы между Ингушетией и Чечней известные государственные и общественные деятели. Последние более чем 20 лет периодически остро вставал вопрос определения границ между нашими народами. И в тех форматах, в тех формах, которые для нашего народа были неприемлемы. Последние 100 лет неоднократно менялась граница между территориями национальных образований. Я думаю, что и в будущем они будут меняться. Исходя из того, что эта линия проходит так или по-иному, сегодня разделить два братских народа это было недопустимо. То, что сегодня определились границы, это наоборот нас сегодня больше объединяет, нам дает сегодня больше возможности проводить экономическую и хозяйственную политику в отношении двух республик. Я очень хотел бы призвать нашу молодежь, чтобы каждое слово они взвешенно высказывали, не было толкования действий и поступков, в которых они не разобрались или не имели четкое представление. Поэтому нам очень важно сегодня сохранить единство нашего народа. Соглашение, которое подписано, имеет для обоих наших народов историческое значение. Его важность в том, что это должно объединить наши народы. Наши народы, ингушский и чеченский народ, на протяжении веков вместе жили. Несмотря на то, что нас по-разному делили на протяжении этого века, мы всегда находили мудрые решения. И сегодня вот то решение, которое приняли главы двух субъектов, это то решение, которое придаст нам возможность правильно вместе созидать, работать. Мы понимаем, что без взаимных уступок не бывает правильных решений, но были у нас разные мнения. 1993 года у нас было мнение в двух республиках у народов. Одни говорили, часть территории Ингушетии им принадлежат, мы говорили, часть территории, начиная до Давыденко, нам принадлежат. Но все эти требования взаимные, мы должны были сесть и правильное решение принять. В 1993 году, когда была возможность у ингушского народа войти до
тоже на часть территории Чеченского. Мы этого не сделали. С 93-го фактически установленные границы сегодня определили. Это Асиновская, Серноводск, Бамут остались на стороне Чеченской республики, остальная вся территория осталась за нашей республикой. Те решения, которые принимались до этого обеими республиками, они будут аннулированы. И то соглашение, которое подписано, я надеюсь, я уверен, что даст нам и дальше вместе созидать, работать. И административные границы между субъектами нужны, мы все равно никогда не допустим, чтобы и наша территория ушла к ним, и они не допустят этого. Но я уверен, что сегодня вот тот шаг, который сделали, он нужен был, потому что два субъекта должны иметь свои административные границы, они сегодня определены и дадут нам возможность плодотворно трудиться на своих территориях, и той, и другой стороне. Эти бесконечные взаимные притязания, обвинения не могут быть у двух братских народов. У нас и во все времена хватало мудрости, и сейчас принято правильное решение. То, что подписано соглашение, и исходить надо именно из того, что оно подписано, и мы находимся все-таки в правовом российском поле, и два наших главы наших республик без участия третьей стороны подписали это соглашение. Мы слышали слова наших лидеров, которые сказали, что наличие сегодня границ не помешает, а улучшит и даст нам возможность более глубокому сотрудничеству. Дает мне, во всяком случае, надежду, и я верю, что мы на самом деле начнем сотрудничество не на словах, а на деле. И ингуши, и чеченцы ждут этого давно, с нетерпением взаимодействия в спорте, в экономике, в культуре, в религии, во всех сферах деятельности. Вектор, по моему мнению, нашего развития, нашего благополучия – это движение навстречу друг другу. И так только мы, наверное, сможем не потерять свою идентичность, сохранить более свои качества, которые нас отличают от миллионов других людей. То, что касается границ, и хотелось бы не то, что напомнить, все знают, кто там живет, это братья. И наличие сегодня этой границы, это, во-первых, это условие существования субъекта в Российской Федерации, в российском правовом поле. И по-другому никак не может быть. То, что касается интернета сегодня, каждый имеет право на свое мнение, высказать свое мнение. Но я считаю, высказывание должно быть в пределах войнахской этики, общечеловеческой, тем более войнахской. Мы обязаны помнить, знать, что сказанное сегодня в сети не вырубишь, что называется, топором через 100 лет. И это может навредить нам и сегодня, и завтра, и через десятки лет. Чемульга – первый населенный пункт рядом с прилегающей границей территории. Сюда выехали представители Комэкологии и природных ресурсов Ингушетии, также главы администрации сел Сунжинского района для того, чтобы пообщаться с местными жителями. 80% самых дал бы. وقتش إذا بسوق عشان المصنع حاجة عجاب شغال ليلاو إذا شنو شيء دوازو خلص ديك مري دوازو قاستا تخون هات سونج سلسني جلخان تعوش من ياتهم بيتهم بيتر. Рядом с границей расположен еще один населенный пункт Аршты. Местное население – ингуши и чеченцы. Долгое время они живут в мире и согласии друг с другом. Все мы как братья, говорят здешние жители, но и между родными есть забор. Так что решение вопроса с определением четких границ между нашими республиками был необходим. Теперь, наконец, закончатся постоянные распри на почве земельных отношений. سنسون ديكر بالق بخيتنا سين خيتر ده أزار هنت حات يل إز يل أج دال برت سبيلون دال بركتي ما تقول ويدلش ويدوس دولش لا تدير سيسر تلفزيون شز هاو قرصون شغلة مديرة ده سنة شغلة مغامسون
цакатайпадиан вей цабусл вежериде нохчи галга ан эстмерсиберсиюки цакатайпадиан мети халишожац каста. Конечно, чеченцы и ингуши всегда были братьями издавна. Между братьями тоже есть какие-то границы, когда они живут рядом. Больше всего, хотя это было очень неприемлемо, я боялась провокации со стороны. Есть же такие люди, которые негативно настроены против этого процесса. Дал Бог астам, это все завершилось. Завершилось, причем мирным путем. Любое, даже ложное упоминание о политическом состоянии в регионе подхватывается интернет-ресурсами, администраторы которых спешат опубликовать непроверенную информацию для накрутки подписчиков. Пытаясь обострить ситуацию вокруг соглашения двух глав регионов об утверждении границы Ингушетии и Чеченской Республики, анонимные пользователи публикуют информацию о том, что депутаты Народного собрания в знак протеста складывают в себя полномочия народных избранников. Ситуацию прокомментировал начальник отдела пресс-службы Ингушского парламента Якуб Манкиев. Народное собрание Республики Ингушетия продолжает работать в плановом режиме в соответствии с утвержденным ранее планом законотворческой деятельности на осеннюю сессию текущего года. На ближайший вторник, 2 октября 2018 года, назначено очередное заседание Совета парламента. Информация, распространяемая в сети о прекращении некоторыми депутатами Народного собрания Республики Ингушетия своих полномочий, не соответствует действительности. Никто из депутатов Народного собрания Ингушетии письменного или устного заявления о прекращении своих полномочий или о сложении мандата не делал. Беспрецедентное давление со стороны противников соглашения оказывают и на тех, кто выступает за утверждение границ, и на депутатов, и на телевизионщиков. Мы же, в свою очередь, стараемся, не поддаваясь провокациям и критике, оперативно подавать своему зрителю достоверную и официальную информацию из первых уст. И если пользователи соцсетей, прикрываясь демократией, продолжают анонимно осуждать тех, кто осмелился высказать собственное мнение, то у национальной телерадиокомпании другие принципы – открытость и честность. Вот эта анонимность, конечно, я считаю, с моей точки зрения, это становится уже вседозволенностью. Официальные средства массовой информации, государственное телевидение, радио, они никогда себе не позволят говорить анонимно, никогда себе не позволят перевирать факты. Наверное, поэтому их так и боятся. Здесь надо стать перед камерой, показать свое лицо, показать свои глаза и говорить, формулировать свои мысли и доносить их до зрителя. Это тяжелее, это сложнее, это ответственнее. Поэтому, наверное, и стараются в Инстаграме. Там анонимно, там можно все что угодно. Там нет ответственности. Высказывать свое мнение или не высказывать свое мнение – это личное дело каждого человека. Но мы сегодня, как средства массовой информации, как люди, которые формируют общественное мнение, доносят до широкой общественности то, что происходит, доводят, информируют общество. Мы сегодня сидеть и не работать не можем. Мы обязаны делать свою работу. Мы обязаны приглашать сюда чиновников, официальные лица, экспертов, и вместе с ними разбираться в ситуации. Нужно показать карту, мы ее показываем. Нужно попросить прокомментировать работу комиссии по определению границ. Мы это просим делать. Нужно нам, чтобы люди высказывали свое мнение, мы просим их высказать свое мнение. И честно, и без врезания каких-то моментов, только вычищая материал, делая его в формате телевидения, выдаем это в эфир. Ну и напоследок хочется напомнить, что если пользователи соцсетей могут основываться только на сомнительной публикации в интернете, то у телевизионщиков всегда есть железный аргумент – камера, которая фиксирует абсолютно все. Поэтому попытки обвинить сотрудников национальной телерадиокомпании в некомпетентности и неверной подаче информации – пустая трата времени. Светлана Томова, Мадина Пугоева, Микаил Тангиев, Новости 24.